Международная выставка «Форум России» открылась 4 ноября в День народного единства. Здесь представлены все 89 регионов нашей большой страны, а также министерства и ведомства, крупные корпорации. Ингушетия расположилась в 75-м павильоне. Здесь мы соседствуем с Дагестаном, Чеченской республикой, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, а также по правую сторону Херсонская область, Запорожская область, ЛНР и ДНР. Гости выставки могут познакомиться с традициями и обычаями региона, оценить ее природную красоту, а также попробовать на вкус национальные блюда. Так радостно и такое, вы знаете, восприятие жизни, как когда мы жили в СССР, когда не было вот этих разных ситуаций не очень хороших. Очень радостно. Вот я пришла с 3 внучками, они все под впечатлением. Это, знаете, это какого-то рода открытие для них. На выставке показывают важнейшие достижения в различных отраслях экономики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, строительства, высшего образования, науки и культуры. На этой выставке, которая проходит впервые в таком объеме, представлены все регионы нашей страны, как раз показано объединение всех народов огромной России, объединение всех культур этих народов. И поэтому сегодня и наша делегация представлена на этой выставке, и мы показываем свои национальные особенности и достижения. Любая польза от выставки – это обмен мнениями, обмен опытом. Можно посмотреть, что лучшего у соседних регионов, можно показать, что у нас. Ну и, конечно, вот дружба международными сегодня, как всегда, это необходимо нам. Вы видите, мы сегодня находимся на территории всех представителей Северного Кавказа. Мы практически все друг друга знаем, дружим. Это является еще одним успехом нашего объединения. В первый день выставки ингушский стенд посетил заместитель председателя правительства России Александр Новак. Они были генералами российской императорской армии. Они были в русско-японской, в русско-турецкой, во всех войнах России. А генералу Нальгиеву сегодня исполняется 160 лет со дня рождения. Он командовал казачьими войсками. Его потомки казаков сегодня боготворят. Это был государственный деятель. Он ингуш, он россиянин. Он за отечество, за родину малую и большую, просто жизнь отдал. А вот герои наши и Великой Отечественной войны, и современной России. В годы депортации, несмотря ни на что, наш народ оставался, и наши соотечественники дошли до Берлина. Меняли фамилии, имена, но дошли. А сегодня получают ордена. А это современные наши герои. И Абукар Костоев, и Мария Арабханова. Развитое сельское хозяйство, целебные источники и красивая природа. Все это Ставропольский край. Мы богаты очень своей культурой, каждый регион, особенно на Кавказе. Мы же соседи, мы друг друга любим, уважаем, ценим, и в этом единстве и уважении наша сила. Международная выставка «Форум Россия» будет открыта до 12 апреля. То есть у посетителей есть более 5 месяцев, чтобы окунуться в культуру и самобытность народов России. А тех, кто поближе хочет познакомиться с Ингушетией, мы ждем 8 декабря здесь, в День Республики. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.